Кыргызстан. Начались закрытия мечетей. Букет статей. В Ташкенте начался суд над Абдулкадиром Уминовым. Таджикистанцы. Первые по российскому гражданству. Почему? В Джалалабадской области Кыргызстана начала работу специально созданная комиссия по проверке законности деятельности мечетей. Госкомитет национальной безопасности инициировал создание специальной комиссии, в которую вошли работники МСУ, УВД, ГУ «Кадастр», МЧС, ГСН, Госкомиссии по делам религии, ГКДР и Духовное управление мусульман Кыргызстана, ДУМК, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе прошедших проверок комиссия выявила 60 мечетей, не прошедших учетную регистрацию в ДУМК и ГКДР, 33 в Сузакском районе, 2 в Базар-Каргонском районе, 5 в Ноокенском, 3 в Аксыйском, 5 в Чаткальском, 1 в Токтагульском, 7 в Тагус-Тарауском, а также 3 в Джалалабаде и 1 в Майлу-Су. 11 мечетей подготовили соответствующие документы для регистрации в ДУМК и ГКДР. Говорится также в сообщении. Еще по 49 мечетям межведомственная комиссия дала рекомендации по решению вопроса их регистрации в ДУМК и ГКДР. Также в сообщении отмечается, что незаконно функционирующие мечети были построены самовольно, без согласования с органами местного самоуправления и ДУМК. Следует напомнить, что еще в марте текущего года некоторые кыргызские СМИ сообщили о намерении властей закрыть так называемые не отвечающие стандартам мечети. Для этого Духовное управление мусульман Кыргызстана совместно с Госкомиссией по делам религии внесло поправки в закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях, согласно которым регистрацию должны проходить не только мечети, но и все намазканы, молельные комнаты. В настоящий момент в Кыргызстане существует более 2600 мечетей. Из этого числа официальную регистрацию прошли только 1055. Мы ведем контроль по их возведению. Перед тем, как строится та или иная мечеть, у застройщика мы проверяем все соответствующие документы. Эта практика ведется буквально с прошлого года. Те мечети, что не отвечают заданным стандартам, мы будем закрывать, сказал в марте заместитель муфтия Замир Ракиев во время круглого стола на тему опасности религиозного экстремизма. То есть по данным вопросам были составлены акты, протоколы. Следует заметить, что до прихода к власти Садыра Жапарова Кыргызстан являлся в Центральной Азии неким островком относительной свободы от диктатуры и преследований. Однако с приходом к власти действующего президента и его близкого друга Камчыбека Ташиева, возглавившего ГКНБ, ситуация начала кардинально меняться. Оппозиция оказалась под жестким давлением, независимые СМИ оказались закрыты, а репрессии в отношении исламских активистов приобрели системный характер. По всей видимости, теперь режим Жапарова решил добраться и до мечетей. Необходимо вычертить конкретные рамки, границы, докуда у нас должна обеспечиваться свобода вероисповедания и совесть. Напомним, что аналогичные процедуры с закрытием мечетей под предлогом их несоответствия каким-то стандартам уже давно проводят в других странах региона. Так, только в Таджикистане режим Рахмона закрыл тысячи мечетей, которые местные жители строили самостоятельно и за свой счет. В 2011 году было закрыто как минимум 1500 мечетей, в 2015 году 1032, а в 2018 году 1938. Причем многие из мечетей были превращены в клубы. Суд по уголовным делам Мирабадского района Ташкента 25 июля начал рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Абдулкадира Муминова, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана. Блогер, автор YouTube-канала Козгу и руководитель компании Ойнага Каранг Абдулкадир Муминов обвиняется по пунктам А, Б, части 2 статьи 141.1 «Нарушение неприкосновенности частной жизни, повлекшее тяжкие последствия, совершенное из корыстных побуждений». По пункту А, части 3 статьи 165 «Вымогательство в особо крупном размере». По пункту Б, части 3 и пункту А, части 4 статьи 168 «Мошенничество повторно или опасным рецидивистом в особо крупном размере». По части 1 статьи 189 «Нарушение правил торговли товарами или оказание услуг стоимостью в особо крупном размере», по статье 211 через статью 28 «Соучастие в даче взятки» Уголовного кодекса Узбекистана.
Пострадавшими по делу проходят 14 человек, включая нескольких предпринимателей. Ущерб оценивается в 903,4 миллиона сумов, говорится в сообщении. Yaxshisi buni shu iqtisodiy bir yo'l bilan yo'qotish kerak. Власти заявили, что суд будет открытым, но в зал суда в итоге никого, кроме членов семьи подсудимого, не допустили под предлогом малого размера здания. Журналисты и гражданские активисты так и остались у здания суда. Ранее, 23 декабря прошлого года, блогер подвергался нападению неизвестных лиц в масках, которые избили его и разбили его автомобиль. Об этом он 29 декабря рассказал в беседе с журналистом узбекской службы BBC. Блогер связал нападение с выступлениями с критикой в адрес президента Мирзиёева и его зятьев. Otabek Umarov kuyovini ukasi Oybek Umarovga aynan Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin qancha zavodlarda aksiyalari o'tib ketgan. Представитель ассоциации Rusas Libres Hispana Арсений Максимов в разговоре с корреспондентом «Вот так» отметил, что только за первые 1,5 месяца 2023 года в Узбекистане задержали по меньшей мере 20 блогеров и журналистов. Их обвиняют в вымогательстве и мошенничестве, при этом не давая им воспользоваться услугами адвокатов. Sud birontasini taqdim ham qilmadi, ishga ham qo'shmadi. Mana shunaqasiga ko'r-ko'rona hukm chiqdi. Стоит отметить, что в последнее время авторитарные режимы в странах Центральной Азии все больше практикуют фабрикацию в отношении оппозиционных журналистов и блогеров уголовных дел по общекриминальным статьям, мошенничество, дача взятки и тому подобное. Это делается для того, чтобы скрыть от общественности политический мотив преследований. Так, например, в январе узбекские власти задержали директора новостного портала Human Uz Хуршида Далиева и главного редактора Муслима Мирзаджонова по подозрению в вымогательстве. O'zbekistonda bugun Human Uz sayti ijodiy jamoasi yoppasiga hibsga olindi. Напомним, что ранее в России был задержан и тайно отправлен в Таджикистан яркий критик Рахмона и популярный в народе правозащитник Иззат Амон, которого таджикские правоохранители в итоге обвинили в мошенничестве. А в начале июля суд города Вахдат приговорил уже осужденного адвоката Бузургмехра Йорова к еще 10 годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. نابود ساختن جامعه شهروندی برطرف کردن تمام افرادی که قدرت به تنقید دارد. Наблюдатель отмечает, что распространение данной практики, вероятно, происходит под влиянием России. Российские власти уже давно освоили фабрикацию уголовных дел в отношении оппозиционеров. Каким было, например, нашумевшее дело Кировлеса в отношении обвиненного тогда в хищении политика Алексея Навального. Согласно официальной статистике МВД России, за первую половину текущего года около 87 тысяч таджикистанцев получили российское гражданство, что на 13 тысяч больше, чем годом ранее. Граждане Таджикистана лидируют в получении российского гражданства, за ними следуют граждане Украины – 39 тысяч. На третьем месте граждане Армении – почти 18 тысяч. Далее идут Казахстан – 13 876, Кыргызстан – 10,5 тысяч, Узбекистан – 9340 и Азербайджан – 7457. Почему стали гражданином России? У нас очень много родственников. Также, согласно данным МВД РФ, у 128 156 граждан Таджикистана имеется российский вид на жительство. Еще 46 479 таджикистанцев имеют разрешение на временное проживание. По официальной информации, число таджикистанцев, желающих получить российское гражданство, кратно возросло за последние 3 года. Если в 2020 году российское гражданство получили более 63 тысяч граждан Таджикистана, то в 2021 году этот показатель увеличился до более 103 тысяч. А в 2022 году до более 173 тысяч человек, сообщает Азия Плюс. Откуда вы к нам приехали? С Таджикистана. По мнению экспертов, таджикистанцы получают российское гражданство исключительно из утилитарных соображений. В первую очередь это доступ к работе, ради которой таджикистанцы и отправляются в Россию. Ведь наличие российского паспорта устраняет нужду в регистрации и получении трудового патента и в общем облегчает все бюрократические проблемы.
То есть трудовым мигрантам из Таджикистана с учетом упрощенной процедуры получения российского гражданства легче и дешевле получить российский паспорт, чем постоянно тратиться на легализацию своего нахождения в России в качестве иностранцев. И это все при том, что Россия сегодня фактически находится в состоянии войны, что создает дополнительные риски и опасности. Однако трудовые мигранты вынуждены идти на все это, ради того, чтобы прокормить свои семьи. Выжить в Таджикистане с каждым годом становится все сложнее. به پیششون در آمدم حتی اهمیت ندادن نه حکومت آمدن و نه دیگرش پرسان شدن که چی احوال داری عریضه من نوشتم بردم چند باری که بردم حتی اهمیت نمیتیند نه اهمیت میتیند نمیگن که تو چی احوال داری نمیگن اکنون نمیدونم به کی مراجعت کرده احوالم رو گویم جای رفت ندارم پیش کی روم نمیدونم